Минус 4 градуса сейчас на улице. Очередное утро, проснулись. Утренние заботы. Затопил печку. 5 часов было. Сейчас уже по второму разу поставил чайник. Чтобы полный чайник был у меня. Воды, чая надо, чтобы хватило. О, Туланчик проснулся тоже. Посмотрим, как там на улице. Тулан. Да, отдохнул. Ветрено на улице, и вот такой снежок. Смотрите, зима. Когда приехали, вообще деревья были без снега, а сейчас, смотрите, да и буран, уже и не видно его. Сколько навалило. Хоть бы еще немножко на градуса 2-3 похолодало, чтобы ехать лучше было. Не знаю, сегодня как. Ну, более-менее. Вчера суша, снег. Вчера вообще сырость была. Ну, сейчас позавтракаем и сходим на рыбалку. Попробуем порыбачить сегодня, что-то получится или нет. Вчерашняя рыбалка вообще жесть. Метель, пурга сегодня. Ух, какая погода, вообще жесть. Да. Как шумит сегодня лес, смотрите. Да? Ладно. А мы на рыбалку пойдем. Тулан. Узкоглазый. Узкоглазый туланчик. Обнюхивает все. Он не слушает, что его ласкают, а он обнюхивает все. Интересно ему. Ладно, завтракаем и на рыбалку. В избушке тепло. В избушке тепло, хорошо. Готовлюсь завтракать. На завтрак у меня суп. Много готовить не надо, потому что есть не хочется. Вот я сварил суп, уже 3-й день я ем этот суп. В день уходит 1 тарелка, наверное, еды. Много пью чая. Хотел привезти с собой, думаю, привезу с собой этот молоко, буду варить кашу, там всякую разную, там гречки, рис. Хорошо, что я не привез. Сейчас вот я на целый день пойду, я тоже хлеб возьму, чай возьму. И, в принципе, вроде ничего не надо брать. Ну, может, сало еще. Сало, в принципе, можно взять. Если вдруг будет липнуть снег на лыжи, сало пригодится. А липнуть будет. Это сейчас я выходил, и уже 4 градуса. Вот, ну, 4,5 было, вот, когда я проснулся, а сейчас уже ровно 4. Блин, никак не может проясниться, что хотя бы 10 градусов ударил мороз. Не просто так я прошу погоду, чтобы похолодало. Невозможно, в сырую погоду невозможно ездить на буране.
набивает в гусенице очень плотный снег, там буран тяжело едет тогда. А если минус 10 будет, быстро можно доехать. Буран не греется. И в ближайшее время, ну, сейчас поспрашиваю, как там. Многие у нас односельчане на буранах открыли борта. Прорези сделали, чтобы гусеница видна была. Набивает или нет так. Чистить-то однозначно лучше, виднее. А вот как там в такую погоду, вот сырую, помогает, нет там, набивает или... Некоторые, как, правду говорят. Любой вопрос спрашиваешь, отвечают правдой. Скажем, я вот спрошу, как там набивает этот в гусенице, когда ты борта открыл. Честный человек скажет настоящее. Или набивает, или нет. А кто обмануть хочет, он всегда скажет, что не набивает. А хотя, возможно, даже в сырую погоду, хоть открытые борта, там может быть даже и набивает. Потому что все равно у иномарок, вот скажем, ну, любую иномарку возьми, у них гусеницы прям от рамы отделены. Они прям 20 сантиметров на там свобода. Как-то вот, ну вот продумано все сделано. А на буране это уже нет. Это уже там тукту сделали, и эту тукту всю жизнь, наверное, так и будут продавать. Ничего не меняют. Как 40 лет назад, или больше уже, 45, может, там выпускали какой вид буран. Вот так и штампуют, штампуют, штампуют. Не обновляют буран. Надо обновлять, как бы у многих эти жалобы на оно уже были, что в сырую погоду набивает. Вот это первый минус в буране. Скажем, дождливый день, вот скажем, если на улице дождь, на улице снег тает, тебе надо ехать, ты не поедешь на таком буране. Вот это надо как-то завод, чтобы это Рыбинский или где вот выпускают эти бураны, задумался и как-то обновил этот буран, сделал более гусеницу, отделил от рамы как-то. Можно же это все переделать, в принципе. И охотник бы не мучился. Каждый километр надо останавливаться, там выковыривать этот плотно набитый снег. Также время, силы тратишь туда. Это не так легко. Когда ты по пояс в снегу зарываешься, буран надо приподнять в одиночку. Это очень тяжело. Многие начали сейчас возить с собой домкраты реечные. Потому что бывает застрянешь, и ни туды, ни сюда не можешь вылезти. Ну и некоторые вот реечные домкраты прям на раму крепят и с собой возят. Реечный домкрат поставил и буран приподнял. Когда вот ручьи ты переходишь, или же обычные ямы, вот сейчас в этом году погода была такая, что почва вообще не замерзла. И едешь, вроде снег ровный, но там такие ямы попадаются. Если туда попадешь, то 100% ты провалишься, а там вода. Не лед какой-нибудь, а вода. Вот поясницу тогда и рвешь. Грыжи выходят, поясницу рвешь. Первые года, когда я купил буран, я безбашенный был.
Ездил куда не попало, там куда попало. Всякие истории я это попадал. Но я тогда фильмы еще ничего не снимал. Это после этого уже начал в Ютубе снимать, там показывать что-то. Но сейчас начал ездить осторожнее. Осторожнее. Потому что раз второй попадешь в историю с бураном поездки, ты начнешь понимать, что надо сперва посмотреть, куда ты едешь. Лучше на лыжах пройтись, протоптать, проверить, потом уже лезть туда. А первые года сел и газку. Чуть-чуть, как будто чуть-чуть проясняется, чуть-чуть, ребят. И как сыреет, блин. Потому что у меня почва сырая, ну, лед там под полом. И испарение идет, думаю. Чуть-чуть проясняется. Может быть, сегодня вечером заморозки еще более-менее ударят. Сегодня вечером надо отсюда валить. Ладненько, сейчас я позавтракаю и на лед сходим. Как бы ни было, что бы ни было, сходим. Будем рыбачить, может дойдем до вчерашнего. Я на буране сегодня не поеду. Буду рыбачить. Если получится, успеем, дойдем до вчерашней рыбалки, где я попробовал рыбачить, куда я ездил на буране, до того места. Я напрямик километр с лишним шел, а ехал, а здесь по речке, конечно, дольше надо ехать. Но посмотрим, как там. Если клево не будет, я долго рыбачить не буду, сразу говорю. Если клево будет, буду рыбачить. Время есть, в принципе, у нас целый день. Опарыш есть, крючки надо взять, чтобы не забыть рюкзак. Ладно, пошли на рыбалку. За сутки, ребят, все сильно поменялось. Снега прибавилось очень много. И что я позавчера 23 километра прошел. Почти 24, вот считай. Сегодня половину, наверное, не пройду. Потому что пухляк сверху, снизу мокрый снег, прилипает под лыжи. Снега прибавилось примерно 10 сантиметров, наверное. Грубо говоря, также. Фух. Ну, хорошо, что река не так далеко. Сразу иду к таким местам, где вот есть надежда какая-то, что будет клевать. Вон как, видите. Не катит, а вот просто шагаю я. Просто шагаю. Фух, еще где-то пройду по берегу, на метров 200. Там уже спущусь на реку, на лед. Так. Блин, запасные ледобур ножи забыл взять. Хотел. У меня там избушка осталась. Не знаю, сколько сверлить придется. Конечно, лес поменялся. Вон. Все в снегу. Красиво, одним словом. Солнца не хватает. Красоту показать. Зима. Зима пришла. На реке главное, чтобы не было воды. Вот самое главное, что меня интересует. Так. Ладно, дальше я пойду пока. Тут 100 раз пробовал, ни хрена тут не ловится. Надо выше подняться. Ну вот я на реке, ребят. Такая пешня самодельная, это же. Зигзагом спустился как-то. Берег крутой.
Ну, начну рыбачить, посмотрим, есть рыба или нет, там увидимся. Первые 5 лунок просверлил. В 3 лунках вообще поклевки не было. Здесь рядом параллельно 2 лунки просверлил. Здесь яма хорошая, обычно здесь рыба тоже сидит. Ни одной поклевки, ребята. Не очень утешительное начало у меня. У меня надежда была в этой яме кого-то поймать. Сейчас опять придется нам тащиться где-то метров 300, не меньше. И опасные места уже лед где-то здесь вот толщина льда где-то сантиметров 25, наверное, от силы. Там потолще. Есть промоины и свежий снег выпал, не знаю, где вот проходить. По берегу тоже снег на лыжи липнет, но одним словом кошмар. Ну да ладно, сейчас до 2-й ямы, наверное, поднимусь, там проверим, что-то клюнет или нет. А здесь вот почему так? Ни одной поклевки, ребят. Ни одной. Бродяга вернулся. Я еще и не видел его, как мы выходили с избы. Как на речку вышли, все, куда-то и пошел, бродит. Это 2-я яма, короче, уже десяток лунок просверлил, там шахматным порядком. Здесь последняя лунка. Все, надоело тут. Короче, ни одной поклевки. Я не знаю, что думать, что сказать по этому поводу. Почему так? Хорошая яма. Понимаю, если незнакомая река. Блуждаю. А здесь я эту реку от и до я знаю. Где какие ямы, когда, где что ловится. Вот почему-то сей год уже 2-я яма, считай. 2-я яма. Но глубина где-то там была. Здесь, наверное. Да, это уже глубоко. Почти 2,5 метра, почти 3 метра, считай. Или может не на глубине рыба. Сейчас я буду вот в этих плесах рыбачить, попробую. В ямах точно никого нету. Вот так. Неподвижный кивок, считай. Начало неутешительное. Сейчас, наверное, соберу вещи и дальше пойдем. Будем искать. Так, реденько буду в таких плесах пробовать. Где рыба, блин? Старые следы выдры. Одна штука вот тут прошла, видимо. Очень старый след. Или бобры, фиг знает. Какой-то вот не прыжками, а так вот тащил. Как бы, ну, похоже на бобра. Ох. Проясняется потихоньку. Сильный ветер на улице. Очередная лунка. Между лунками где-то от силы 15 метров. Я оставляю удочку и иду сверлю 2-ю лунку. Пока я все сверлю, возвращаюсь. Если поклевки нету, все, убираю удочку и идем дальше. Потому что в течение, если есть хариус, в течение 5 минут он все равно даст о себе знать. Тут рыбы нету, уже сколько мы идем. И вот так чередуя. Лунка за лункой. Конечно, один за целый день так устаешь. Вдвоем намного легче. Один сверлит, поднимается, а 2-й проверяет. И так друг друга меняешь. Хорошо, что ледобур новый. Сверлит хорошо. Также хочу спасибо сказать своим подписчикам, кто Александр, я имею в виду. Он знает, если смотрит. Именно выслал деньги, донат, на покупку нового ледобура. Этим уже я пользуюсь 2-й год. Вот так я удочку оставлю. И опять вон до того кустика пойду и буду сверлить там пробную лунку. Если поклевка где-нибудь будет, там уже вокруг я буду сверлить, искать. Тулан бродит. Ему интересно, что вот касаемо выдры, бобра,
Вот еще время нюхтит там вдоль берегов. И по следу там выдра или кто-то какой-то след по снегу был. Далеко он сходил куда-то. Возвращается. Тула! Тулан! Лаквалы! Все обнюхивает. Все обнюхивает. Ни на плесах, ни на ямах. Я не знаю, где искать рыбу. Второй год уже на этой реке не ловится. Прошлую весну тоже очень много рыбачил. Тулан. Целый день в прошлом году тоже рыбачили. Результат нулевой. Проясняется, ребят. О, как. Но ветрище там очень сильное. Это я в низине сейчас на реке нахожусь. Если на поле выйти, там вообще ветер сильный, потому что тучи очень быстро идут. Просверлил уже около 25-30 лунок. Ни одной поклевки. Единственной поклевки еще не было. Сейчас я буду возвращаться за удочкой вон там. Тут 2 лунки еще просверлил. Тут плес такой. Метров 25-30, наверное. Каменистый. Очень быстро тут река течет. И не так глубоко. Здесь одна надежда еще тут. Как бы погуще я буду сверлить. Попробую, может где-то здесь кто-то есть. Вообще ужас рыбалка сегодня. А так красиво все. Сейчас солнце выглядывает. Лес такой заснеженный. Многие за границей уже из Комы народа, кто за границей живут и смотрят мои фильмы, вспоминают красоту, тайгу, природу нашу. Вот все это в моих фильмах вы видите. Конечно, рыбалка неудачная, но что поделаешь. Это не моя вина. Я стараюсь как могу, ищу. Уже сколько поворотов я прошел, сколько лунок просверлил, сколько времени, но ни одной поклевки пока, ребят, не было. Первая поклевка, ребят. Или течение балуется, или что это такое? Похоже, как будто на поклевку. Или течение. Может быть, течение. Да. Обманулся я. И там еще удочка уже. Вон оттуда. Сколько лунок просверлил. Поклевка, ребят. Есть. Кто-то идет. Вон он. Неужели рыба? Уйди, уйди, Тулан. Уйди, 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 уйди. Че он, куда он зацепился? Уйди. Ну-ка. Не понял, за губу или куда он зацепился-то. Смотрите, куда он зацепился. Я дернул. И походу ему в жабры вот это, в морду, короче, зацепилась. Вот это поклевка. Первая рыба, ребят. Вот такой хариус. Малюсенький. Где крупная рыба, не знаю. Тулан, где крупная рыба?